В Уфе началось строительство крупного и современного хосписа. Событие для нашей республики долгожданное. О значимости проекта поговорим сегодня в программе «По сути дела». Я рыдала на кухне просто в отчаянии. Я не знала, что делать. Это огромный пласт населения, для которого нет ничего. Наши пациенты за всю историю своей болезни они очень устают от больничных палат, от больничных коек, от внутрибольничного режима. Им хочется уже домашнего уюта, теплоты и вот этого вот домашнего комфорта. Очень важно, чтобы люди, у которых есть тяжелое неизлечимое заболевание, чтобы они находили поддержку в одном месте. Нет гарантии, что мы сегодня здоровы, а завтра мы не окажемся на этих койках. Они нам помогали выжить. Если люди думают, что их 100 рублей мало чем могут помочь, то они глубоко ошибаются. Пока строится здание хосписа, сама некоммерческая организация ведет активную деятельность. Ее руководитель Радмила Сурначева на своем жизненном опыте знает проблемы людей, которые нуждаются в хосписной и паллиативной помощи. Радмила Фанисовна, здравствуйте, приветствуем вас в гостинице Краун Плаза. Сегодняшняя тема – это хоспис, долгожданный проект, который наконец-то стартовал в республике. Проект долгожданный, выстраданный. Вопрос, на который отвечаете, наверное, вы уже многократно. И все же, почему нам важно построить хоспис в республике, в городе Уфе? Ну, во-первых, потому что это огромный пласт населения, для которого нет ничего. То есть у нас на сегодняшний день 20 тысяч взрослых и 680 детей. Это те люди, которые нуждаются в паллиативной помощи. Да. Паллиативный – это? Это помощь людям с неизлечимыми тяжелыми заболеваниями. Хоспис подразумевает не просто медицинскую помощь, не просто как обезболивание для пациента с болевым синдромом, подразумевает еще и психосоциальную поддержку, психологическую, социальную, волонтерскую помощь, внедрение различных социальных программ в стационаре. Поэтому очень важно, чтобы люди, у которых есть тяжелое неизлечимое заболевание, чтобы они находили поддержку в одном месте, чтобы родители тяжело больных детей могли привести, оставить своего ребенка на социальную передышку у нас. А сколько вообще у нас сейчас в России хосписов? Более 70. 70 в стране? Более 70 в стране, да. И это недостаточно, потому что известно, что на 300-400 тысяч населения нужен один хоспис. То есть если у нас население республики более 4 миллионов, и считайте, сколько хосписов нам нужно. Хотя бы будет первый, да? Да, будет первый. И на самом деле наш хоспис, он уникален. Он самый большой в России. То есть 60 коек – это для хосписа. Достаточно большой, это большой хоспис, да. Их принципиально никогда не строят, не делают большими, потому что он не должен соответствовать какому-то медицинскому учреждению. Его нельзя ассоциировать с больницей, то есть это дом. Это очень важно, чтобы каждому человеку был индивидуальный подход, и чтобы каждый человек мог почувствовать себя как дома. А почему именно вы занялись этим вопросом и организовали прямо такую специальную организацию «Уфимский хоспис»? Потому что, когда мне предложили, мне было очень сложно отказаться. У меня есть личная история, и не одна. Я знаю, что такое, когда семья оказывается в такой сложной ситуации с ребенком. Я знаю, когда в семье оказывается тяжело больной взрослый, и как они уходят. То есть это из жизни, это очень… То есть это еще личная для вас тема? Конечно. Врачи, которые будут работать в Уфимском хосписе, пройдут специальное обучение. Для медицинского сообщества это тоже большое событие. Открытие хосписа позволит улучшить качество ухода за пациентами с неизлечимыми заболеваниями. Ольга Михайловна, приветствуем вас в программе «По сути дела». Мы сегодня обсуждаем строительство Уфимского хосписа, и хотелось бы у вас, как у онколога, спросить. Первый хоспис в стране был построен в Москве по инициативе онколога Левшина. Видимо, именно онкологи видят необходимость строительства таких учреждений прежде всего. Как вы считаете, насколько востребовано будет это учреждение в нашем городе, в нашей республике?
Вы знаете, я бы хотела для начала пояснить для наших телезрителей, что же такое хоспис. Это одна из форм организации здравоохранения, направленная на улучшение качества жизни пациентов тогда, когда возможности специализированного лечения ограничены либо исчерпаны. И, к сожалению, в нашей стране, в нашей республике очень много таких пациентов. Я сейчас как врач-онколог затрагиваю не только онкологический профиль пациентов, я сейчас затрагиваю все профили современной медицины. Это эндокринология, это терапия, это кардиология и так далее, и так далее. Основными задачами хосписа является это адекватный подбор обезболивающих препаратов, схем, адекватное обезболивание, своевременное обезболивание. Это проведение симптоматической терапии. Когда заболевание входит в финальную стадию, любое заболевание, оно проявляется какими-либо нежелательными симптомами, которые утяжеляют сам процесс заболевания и качество жизни пациентов. Поэтому симптоматическая терапия – это как раз-таки та терапия, которая наиболее часто используется в паллиативной помощи и хосписной помощи. Также это психологическая поддержка как для пациента, так и для родственников. Обучение родственников всем необходимым манипуляциям, которые необходимы для того или иного пациента, для их родственника. Это, конечно же, духовная поддержка, но и социальная поддержка. Родственники могут находиться вместе с самими пациентами хосписа или приходить туда? Вообще, конечно, в идеале родственники должны иметь доступ круглосуточно к таким пациентам. Более того, что и сами пациенты должны иметь круглосуточный доступ, выйти погулять в парк, придворовую территорию хосписа. То есть это должен быть все-таки домашний режим, а не больничный. Я видела, я ознакомлена с проектом. Хочу сказать, что есть такие нюансы. Если это дети, если это детский хоспис, то мы должны, конечно же, продумывать все до мелочей. То есть это должны быть игровые комнаты, это должны быть программы развлечений ежедневные, должно быть круглосуточное койкое место для мамы, либо для папы, либо для ухаживающего, кто будет пребывать с этим ребенком. Так ведь вроде бы казалось бы, что вот такие нюансы, но эти нюансы, они складываются в большую такую совокупность. Вот, и это очень важно. То есть наиболее приоритетным должно быть то в хосписе, чтобы хоспис был достаточно комфортным для любых пациентов, любых возрастных групп. А правда, что место, где проживание и там, где будет лечение, они должны быть отделены? Однозначно. Почему? Однозначно должны быть разделены, и более того, что я считаю, что абсолютно правильно, что наш хоспис строится в пригороде. Почему? Потому что наши пациенты за всю историю своей болезни, они очень устают от больничных палат, от больничных коек, от внутрибольничного режима. Им хочется уже домашнего уюта, теплоты и вот этого вот домашнего комфорта. Вот как раз-таки хоспис, он и должен быть выстроен в таком формате, чтобы пациентам было комфортно. Можете привести какие-то примеры хосписов в стране, в мире, где вот этот комфорт обеспечен? Да, я была в хосписе в Самаре, мне очень понравилось, как там выстроена работа, достаточно слаженно, из группы людей-единомышленников, то есть достаточно комфортное пребывание для пациентов, и в то же время пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Пока наше общество все-таки, как мне кажется, до конца не понимает философию хосписа. Ведь хоспис — это все-таки не про смерть, а про человека, про человеческие условия. В этом плане, как вы считаете, как можно изменить мнение о хосписах? Сейчас я еще раз говорю, что пациентов таких очень много. И нет гарантии, что мы сегодня здоровы, а завтра мы не окажемся на этих койках. И такой вариант событий тоже может быть. Поэтому, конечно же, это очень актуально. Я очень хочу и жду с нетерпением, чтобы наша республика обрела этот значимый проект, как хоспис. Открытие уфимского хосписа ждет и Альфия Гайфуллина, мама ребенка с ограниченными возможностями здоровья. После совершеннолетия дочери они столкнулись с новыми проблемами. И таких семей в республике немало. Здравствуйте, Альфия. Приветствуем вас в нашей программе «По сути дела». И сегодня мы обсуждаем строительство уфимского хосписа, насколько он нужен. Насколько я понимаю, вы на своем жизненном опыте убедились, что отсутствие хосписа влияет в том числе на качество оказания помощи вашего ребенка. Давайте объясним, почему, как вы считаете, все-таки нужно построить это учреждение в нашем городе, в нашей республике. Ой, я прошла через это очень долгий путь, не такой уж долгий, но тем не менее, нам уже 18,5 лет.
И когда я услышала о том, что у нас в городе будет хоспис, я настолько вот рада я этой мысли, я прям все время благодарю и жду его с нетерпением этого. Вот нам лично он необходим еще, это просто огромное количество, которое прячется в 4 стенах, которые не могут выйти, которые очень нуждаются в помощи, специализированной помощи. Поэтому мы просто молимся каждый день, чтобы это свершилось, это очень нужное дело, хоспис. У вас, давайте поясним, у вас ребенок 19 лет, дочка, да? Да. И какой у нее диагноз? Значит, у нас диагноз ДЦП, спастический тетрапорез с гиперкинезами. Потом у нас сопутствующий сколиоз 4 степени, у нас на всю спину титановый имплант, чтобы мы не согнулись окончательно. У нас кривошея, которая вот не дает ей голову держать и закидывает. То есть ей нужна постоянная паллиативная помощь? Да, постоянная. До 18 лет вы где эту помощь получали? Вот как-то нам повезло, мы как-то вот у нас по жизни встречаются хорошие люди. Где-то после 10 лет нас передали вот в паллиативную службу выездную. У нас был паллиативный врач. Она приезжала с РДКБ, Людмила Владимировна Вихляева, за что ей огромнейшее спасибо, низкий поклон. Если бы не она, потому что на местах это очень сложно, не понимают. Даже вот медицинская помощь на местах, в поликлиниках, она не совсем понимает. Как бы они по-доброму к нам не относились, наши проблемы не понимают. А в чем вот заключается вот эта медицинская помощь, которая оказывалась вам? Во-первых, она всегда на связи. Я, конечно, не злоупотребляю ночью, там не звоню, рано утром в праздники. Но, тем не менее, она всегда на связи. У меня раз начинаются какие-то проблемки с ребенком, я тут же ей в WhatsApp пишу. Она мне сообщает, да, подъеду. Или, например, какую-то консультацию дает онлайн, правильно? Потом она направляла к нам педиатров. Потом у нас в 16 лет была серьезнейшая операция, вот как раз по вживлению импланта на всю спину делали через благотворительные фонды. Это очень серьезная операция, к ней была подготовка очень глобальная. И вот это все на себя взяла Людмила Владимировна. Она все это организовала и помогла, потому что там надо было пройти снимки, и КТ, и МРТ, чтобы поехать на операцию. После операции мы никакущие приехали, просто потому что там две недели реанимации, и просто уже, дорогое койко-место, нас отправили домой долечиваться. И все, вот полгода, просто жутко это было. Я рыдала на кухне просто в отчаянии. Я не знала, что делать. Это была колоссальная нагрузка. Приезжала Людмила Владимировна, и она все время направляла и педиатра, и ортопеда. Как-то они нам помогали выжить в этой ситуации. Это получается, до 18 лет это была такая, такой патронаж медицинский. Да. Сейчас в декабре исполнилось 18 лет, и сейчас такого патронажа уже все нету, да? Мы между небом и землей. Вы сейчас прикреплены к какой поликлинике? 47-я по месту жительства. В Деме? Да. И там у вас, просто, наверное, закреплен какой-то терапевт? Да, просто терапевт, да, хорошая, добрая, отзывчивая. Но при этом такого опеки, которое было необходимо, в детское время. про которую я кричу, прошу, что нам необходимо все-таки очень внимательное отношение. Нам сообщили, что мы не онкобольные 4 степени, поэтому... То есть это та категория... Я извинилась за то, что мы выжили. Вот так я и извинилась. Я говорю, извините, мы живые. Как вы считаете, создание уфимского хосписа может помочь вам, вашему ребенку? Создание уфимского хосписа, в этом я только и вижу наше решение наших задач и нашего дальнейшей вообще нашей всей жизни. Потому что, с их появлением я как-то я выдохнула слегка. У нас здесь существует автономная
некоммерческая медицинская организация Уфимский хоспис, они планируют вот создание выездных бригад с этого года, которые будут оказывать такую паллиативную помощь на дому. Как-то вы сотрудничаете, взаимодействуете с этой организацией? Я, в принципе, всегда доверяю себе в большей степени и рассчитываю на себя. Но, тем не менее, я такая активная мамочка. Я пока что не молчу. И поэтому с хосписом, с девочками, со многими я знакома уже много лет. Ну, несколько лет, не так, чтобы совсем много лет. И поэтому наше вот общение, оно как-то уже перешло вот сразу, после 18 лет. И я говорю, слава богу, что вот появилась эта организация и эта затея вообще всего. Нам бы как бы выжить после 18, вот наша категория. Вообще у меня очень добрая девочка и улыбчивая. Она вообще за любую движуху, так скажем, и она всегда счастлива. Ну, во-первых, вы знаете, у нас такая проблемка, что мы живем на 3-м этаже хрущевки. И для нас каждый выход из дома – это вообще праздник. Если вдруг ей сообщаешь, что мы поедем туда, пойдем туда, это для нее всегда праздник. Вот любой выход из дома. Ну, она готова будет переехать через год в Уфимский хоспис, когда он построится? Мы будем пробовать этот вариант. Планируется, что Уфимский хоспис заработает осенью 2021 года. В его строительстве может принять участие каждый из нас. Был брошен клич главой республики, и многие жители откликнулись. Сколько удалось собрать средств? Более 18 миллионов. У нас в планах есть несколько очень интересных акций для населения республики. И я вообще хочу сказать, что самые большие сборы, самые большие пожертвования складываются из самых небольших пожертвований. То есть, если люди думают, что их 100 рублей мало чем могут помочь, то они глубоко ошибаются. К примеру, я могу сказать, что население республики 4 миллиона. И если каждый житель пожертвует по 200 рублей, то мы построим хоспис. Изначально поддержку берет все-таки на себя инфраструктуру, берет на себя государство. А уже финансирование дополнительное, да, или содержание, подключаются благотворительные фонды и наполняют хоспис теми составляющими, вот, любовью, заботой, волонтерством, проектами различными социальными. Это уже задача, конечно, любого благотворительного фонда. То есть без этого хоспис не может существовать. То есть без благотворительности хоспис превратится в очередное какое-то больничное учреждение, обычное медицинское. Для пациентов хосписа это будет бесплатно, платно? Разумеется, для пациентов будет абсолютно все бесплатно. Мы не предусматриваем никаких оплат за нахождение в стационаре хосписа. И, конечно же, благотворительная составляющая, как я уже говорила, она однозначно будет. И часть содержания пациентов в Уфимском хосписе будет за счет благотворителей. Есть ли меценаты, которые уже приняли участие в помощи при строительстве Уфимского хосписа? Да, есть. Это очень большое количество физических лиц, их перечислить просто невозможно, и хочется им сказать огромное спасибо за ту поддержку, которую они оказывают. Есть юридические лица, которые поддерживают в различных акциях. Бывают такие истории, когда юридическое лицо переводит не конкретно от себя, а там активизируется коллектив. То есть коллектив принимает решение, что они между собой собирают деньги и переводят. Но еще мне очень хочется отметить компанию «Пакер». Марат Нугманов, да? Да, они очень активно нас поддерживают с самого начала. Они одни из первых наших благотворителей, которым хочется также сказать огромное-огромное спасибо. Мы ездили, знакомились к ним. А вот эта акция, которую вы планируете, кирпичи, продажа кирпичей, там чуть ли не за 100 рублей, расскажите о ней подробнее. Ну, наверное, еще слишком рано о ней говорить. Хотя бы какая идея. Да, но есть идея, что очень скоро мы будем знать точное количество кирпичей, из которых будет состоять стены нашего стационара. И тогда мы планируем запустить акцию, в которой будем предлагать людям помочь нам построить хоспис, приобретя кирпич. 1, 2, 50, 150 кирпичей. А кто-то, может быть, 1000. А может быть, да. А может быть, кто-то скажет, я выкупаю все, и тогда мы построим хоспис. Я хотела бы в продолжении этой акции рассказать одну историю, которую мне рассказала
А Ольга Логачева – это проектная группа, которая помогала проектировать хосписы в Москве. Работает в фонде «Вера» этот человек. И когда мы с ней разговаривали, она сказала, что у них в хосписе как раз на тот момент лежала женщина, которая проектировала часовню когда-то. Давно проектировала часовню на территории хосписа. Вот они, говорит, сидели, разговаривали, то есть она в это время оказалась пациенткой этого хосписа, они сидели, разговаривали, и она говорила о том, что вот, ну разве я могла подумать, что я буду сидеть вот в этой часовне, да, и какие-то последние свои дни жизни проводить вот с каким-то душевным обращением к чему-то вышнему. И она тогда сказала, что я так рада, что эта часовня получилась именно такая, что она вот в этот момент, она говорит, с такой любовью, с такой теплотой смотрю на это свое произведение искусства, я понимаю, какому количеству людей это вот сейчас понадобилось. Это к тому, что это может коснуться абсолютно любого человека. И я уверена, что на сегодняшний день, наверное, сталкивался каждый человек с такой историей. Ни в семье, ни среди близких, значит, среди коллег, друзей, знакомых. То есть наверняка такие истории есть у каждого. Радмила, а что будет представлять из себя уфимский хоспис? Это будет здание спроектированное, индивидуальное, то есть мы ни у кого не брали проект, это команда проектировщиков очень долгое время разрабатывали, опираясь на опыт мировой и это наши проектировщики? Да. Башкирграждан-проект. То есть это здание, которое состоит из 3 крыльев. Каждое крыло оно предназначено для своей категории пациентов. То есть это будет детское отделение, детское крыло, крыло для людей от 18 до 35 лет. Это переходный такой возраст. Мы посчитали, что очень логично их отделить от всех. И отдельное крыло для остальных, то есть уже для взрослых людей. Все спроектировано таким образом, чтобы все вот эти вот маршрутизация, она не пересекалась между собой. Нам очень бы хотелось, чтобы детская часть здания, она осталась именно детской, чтобы у них будет детская площадка своя, очень красивая, радужная. То есть там даже будут такие аттракционы, качели, на которых можно будет покататься даже в инвалидной коляске. Сами места, скажем, отдыха или проживания, они отделены от медицинской части? Да. Это будет отдельное, прям у них будет свой зимний сад, у каждого корпуса своя какая-то площадка игровая, если это мы говорим о детях, у них будут детские игровые комнаты, для взрослых это будут какие-то зимний сад, в котором будет звучать музыка. Вы верите, что это будет один из лучших хосписов в стране? Да, несомненно. Вообще, я даже мысли не допускаю, что мы можем быть чуть хуже, чем кто-то, мы будем лучше однозначно. И если говорить о том, что он всего на 60 коек, а ждут его более 20 тысяч человек, то я могу сказать, что, наверное, он не всем нужен на самом деле, и не все будут приезжать туда и находиться очень долго. Очень многие люди, особенно взрослые, и дети тоже, они хотят быть дома в этот момент. Поэтому в нашем стационаре мы предусмотрели 6 выездных паллиативных служб. То есть у нас будет 6 бригад, которые смогут курировать этих пациентов на дому. Тех, кто захотел остаться дома, следить за тем, чтобы качество жизни их не страдало, следить за тем, чтобы было все необходимое медицинское оборудование, чтобы была какая-то социальная составляющая, чтобы они не чувствовали себя брошенными и покинутыми. Хотела еще продолжение сказать, что у нас запланирована одна выездная бригада, которая будет работать круглосуточно. В республике сейчас такого нет. То есть одна паллиативная выездная бригада, она будет работать круглосуточно у нас. Если говорить о тех проектах, которые уже есть сейчас, то есть стационара хосписа нет, но уфимский хоспис уже есть. И есть хоспис на дому. То есть автономная некоммерческая медицинская организация уже сегодня запустила проект «Хоспис на дому», в рамках которого мы закупаем нашим маленьким пациентам медицинское оборудование, шезлонги для купания, коляски инвалидные, кровати, различные расходные медицинские расходники, которые нужны к медицинскому оборудованию. Мы организуем их досуг. У нас есть такой проект, называется «Бисквитный день». Мы поздравляем наших маленьких подопечных с днем рождения. Уфимские кондитеры совершенно бесплатно пекут торты, и наши волонтеры доставляют вот этот вот сладкий подарок нашему подопечному. Эта стройка может стать по-настоящему народной. Не оставайтесь в стороне и вы. Давайте вместе построим уфимский хоспис. Я с вами прощаюсь до следующего эфира, а в заключение традиционный блиц. Как вы восстанавливаете свои силы? Я занимаюсь вязанием.
Я бегаю на работу. Наверное, мой ребенок — это та самая отдушина, которая позволяет мне работать и двигаться дальше. По-разному. Надо иметь хобби. Мое хобби — это игра на фортепиано. Я очень люблю готовить. Я умею себя развлечь. Я пишу сценарии для каких-то корпоративов, которые мы активно проводим в предновогодние дни в условиях онкодиспансера для своих же сотрудников. О чем вы жалеете больше всего? У меня нет ответа на этот вопрос. Мне кажется, я сделала все в этой жизни, ну, по крайней мере, на данный момент, что планировала и что хотела. Жалею. Жалею, наверное, о том, что так медленно развивается культура благотворительности в нашей республике. Все время у меня укор какой-то есть. Может быть, я могла бы больше уделить времени своей дочери и, может быть, что-то могла исправить больше. Ваша заветная мечта? Моя заветная мечта, чтобы дочка моя реализовалась тоже как доктор в будущем. Мы сейчас поступаем в 11 класс, и я думаю, что мечта дочери стать врачом и продолжить это благородное дело, это очень правильно было бы. Моя заветная мечта, чтобы хоспис оказался все-таки именно тем учреждением, которым мы его планируем. Моя заветная мечта очень эгоистичная. Ну, как мама многих детей, вот, у которых на руках вот эти тяжелые дети, взрослые, меня очень волнует то, с кем останется мой ребенок. Я бы хотела, я загадала, и, наверное, так и будет, прожить 100 лет, чтобы мой ребенок был при мне.